Самое длинное село с самым коротким названием – это Иб. А еще такая местная шутка есть про холмы на холмах – Иб. Слово «иб» с коми-языка как раз переводится как «холм». Село протяженностью 16 километров стоит на холмах вдоль реки Сысола и состоит из 13 деревень. А еще холмов ровно 7, как в Москве и в Риме. Иб – это сплошная достопримечательность, и сегодня с некоторыми из них мы познакомимся поближе. Тає Ибса олесь сешуани плезіозавран. Що мільйон восаїн тані вели Иджид море, Иджид-Сарич. Перевожу. Иджид-Сарич – это большое море. Так вся территория нашего края 100 миллионов лет назад была одним сплошным морем. Плескались в теплых водах всякие причудливые животные – плезиозавры и ихтиозавры. Море ушло давным-давно, и теперь в Ибе можно встретить только вот такого деревянного плезиозавра, как напоминание об очень далеком прошлом Иба. На экскурсиях обычно детям, если это детская аудитория, я показываю, вон, наверное, остался плезиозавроид и плещется недалеко от берега Сысолы. До него бы добраться было бы интересно. Это всего лишь коряга в реке, а вот следы древних животных можно обнаружить то тут, то там. Изображения и информация на стендах дают визуальное представление об этих дальних предках нынешних морских обитателей. К ним нас привела ибский краевед, экскурсовод Светлана Андреевна Тюрнина. Гуру по ибским холмам. Знает здесь все от А до Я. Место, где мы сейчас находимся, называется Каргард. Отсюда открывается прекрасный вид на Сысолу. Местная красота привлекает художников. Ибские пейзажи кисти мастеров часто переносят на холсты. Так, по словам Светланы Андреевны, в 60-х годах художник Грем Ермолин влюбился в Иб настолько сильно, что купил здесь дом. Он сказал, что это самое красивое место на земном шаре. И мы вот подхватили эту идею и обычно всем рассказываем. Он любил эти места, жили здесь они, творили. Отсюда я обычно туристов отправляю в Национальную галерею, где есть отдельный зал Ермолиных. И эти места в разные времена года нарисованы. Что касается местечка Каргард, уже несколько лет это особо охраняемая территория. Все благодаря древним животным, останки которых находились здесь на поверхности земли. Таких мест в республике, конечно, немало, но вот Каргард оказался самым доступным. Прямо в центре села, возле дороги. А еще с Каргардом связана одна интересная легенда. Говорят, в этих местах жил древний народ Чудь. Каргард переводится с коми-языка как «кар» – это город, а город в коми-языке имеет два значения. Город – это дом, где мы проводим свою земную жизнь, и город – это гроб, могила. На этом месте в VII веке до нашей эры появилась такая народность, как Чудь. Они поднялись по реке, увидели красивые места, потому что река это была самое главное тогда в жизни наших предков. Можно было поймать рыбу, можно было увидеть с такого высокого места враги или друзья подплывают. Здесь были землянки вырыты. С того времени началось село Иб, то есть с деревни Каргард. Официальная история Иба как коми-селения начинается со второй половины XVI века, а именно с 1586 года. Тогда впервые Иб упоминается в письменных источниках. Изначально Иб тянулся вдоль реки, а в советское время, когда построили дорогу, жители стали строиться ближе к ней. Как и в старину, Иб состоит из маленьких деревушек. К одной из них мы сейчас и направляемся. Идем в деревню Чулюб. Наша цель – посетить здешнюю достопримечательность – Большую ель. Самую настоящую лесную ель, на которой растет много-много шишек. Есть вход в эту ель. Говорят, этому дереву где-то 400 лет. Оно огромное, а его лапы доходят до земли.
и как будто создают шатер, в котором ель гостеприимно встречает всех путников. Посмотрите, монетки оставлены, иногда яблочки, конфетки бывают. Ну и говорят, что, выходя отсюда, нужно взять с собой одну шишечку на счастье. В Параскеве, вы знаете, молились о женском счастье, о замужестве, об урожае, о здоровье деток. Очень надеюсь, что она помогает. Была женщина с двумя мальчиками, близняшками. Она сказала: сколько бы я ни молилась, мои мальчики, вот отсюда, и она потом привезла их сюда. Люди верят в то, что под этой елью можно укрыться от любой бури. Все вокруг будет громыхать, будет лить дождь, а здесь сухо. И если человека застала беда, то эта ель, как настоящая хозяйка, покровительница этого места, она укроет. Посмотрите, как течет смола. Плачет вместе с Параскевой. В прошлый раз здесь была корзинка с вороненком. Я спросила, говорю, а что вороненок-то здесь оказался? И соседи сказали, что принесли, не знают, как лечить, молодая семья. Оставили, может, ель поможет. Но мы пришли, он уже в этой корзинке, конечно, закончил свой путь у Святой Параскевы Пятницы. И недалеко отсюда есть источник Параскевы Пятницы. К нам присоединился местный житель Владимир Иванович, чей дом стоит рядом. По его словам, этот вороненок упал из гнезда. Поднять птичку обратно не удалось. Сейчас гнездо пустое, подросшие птенцы улетели. Шишку-то надо собирать, которая валяется. Да, которая валяется, возьмите себе на счастье. Я, например, каждый раз приношу. Ой, тут так хорошо. Вообще балдежно. Может, никуда не пойдем? Нет, все. Чай там сюда принесите. Тачи волшебный гамак. Танюрка, пур. Заметь, ни комаров, ни мух, ничего, да? Тут действительно очень хорошо. Не хватает только лавочки, чтобы можно было посидеть, отдохнуть в прохладе. Ну и осталось узнать, почему же тут на стволе висит икона Параскевы Пятницы и почему люди приходят молиться именно к этой ели. Тут, получается, стояла где-то часовня. Да, даты строительства вроде бы указаны, особенно в книге вот Михаила Владимировича Таскаева «Ыбьяс вылыныб». Были построены деревянная маленькая часовня, потом храм деревянный, потом уже каменный. Еще в XVI веке один местный житель по имени Филипп Муравьев поставил здесь небольшую часовню. Уже в XVIII веке его потомки построили деревянный храм, а еще позже большую каменную церковь Параскевы Пятницы. Простояла она до 40-х годов XX века, пока ее не взорвали. Жгли костры внутри храма, жители за оградой стояли, плакали, очень жалели, но все-таки это дело было сделано. Со временем появилась легенда, верующие пожилые женщины рассказывали, как раз было времена Великой Отечественной войны, мужья были на фронте, жилось очень трудно, и во сне приходила Параскева, плакала, и говорила, что мой дом уничтожили, ей негде жить, и что она будет жить вот под елью. В деревне, естественно, все дома деревянные, случались пожары, 20 домов сгорело, огонь перескакивал с одного дома на другой, до тех пор, пока одна из жительниц не вышла с Параскевой Пятницей. Пожар постепенно закончился, и остальная часть деревни была спасена. Здесь очень много было экскурсантов, которые говорили, что они слышали, что здесь можно исцелиться. Один мой экскурсант говорил, что у него очень сильно болеет мама. Он услышал про это место и решил сюда прийти, помолиться. И если мама поправится, то он крест поставит. Я почему-то всегда думала, что так и случилось. Но вот Владимир Иванович утверждает, что все-таки при помощи отца Георгия, кто бы это ни сделал, это уже хорошо. Все кресты, которые в последнее время начали ставить, их бетонируют, и они уже более долговечны. И сегодня под ногами можно найти остатки кирпича и бетона. После того, как храм разобрали, хорошие кирпичи отвезли к берегу для строительства пилорамы. А еще, говорят, использовали этот кирпич при строительстве школы. Тогда ходил юродивый и говорил, что школа простоит недолго. Так и произошло. Через несколько лет она сгорела.
После разрушения храма недалеко от этого места забил источник, которому дали имя Параскевы Пятницы. По словам Светланы Андреевны, вода здесь целебная, помогает при разных болезнях. Вообще Иб славится святыми источниками, их здесь 12. Те источники, которые в центре села, то ведро пропадет, то черпак пропадет, не знаю, на сувениры что ли увозят. А здесь вот более-менее. 2 раза ход Параскевой Пятницы, вот недавно приходили люди сюда, и 10 ноября. На лыжах даже иногда, когда снег выпадает, люди приходят, здесь молятся, стоят, к ели ходят. Воду из источника Параскевы Пятницы может попробовать каждый. Тут есть ведро и специальный черпак на длинном шесте. С помощью него легко поднять воду из колодца. Тани абу джуджун, да? Абу. Митачым юк мешіс васегна бошлы. Та позже юны? Позже. Кыджит. Валас кыджит. Вода холодная и вкусная. В такую жару хорошо освежает. Ну и, конечно, мы надеемся, что она целебная. После источника мы обещали зайти во двор к Владимиру Ивановичу и посмотреть на его амбар. И это не простой амбар. Ему уже более 200 лет. Раньше умели строить. Вот видишь, дом стоит. Ему всего 60 лет, а он уже гнилой. Амбару 230 лет. И вот стоит. Он нам достался от наших соседей. Петкедла и ключце. Первый раз открывает. Я сколько раз просила, ни разу не открыла. Нынешняя хозяйка, мама Владимира Ивановича Нина Васильевна, согласилась открыть амбар. Как вы заметили, ключ от амбара тоже не очень-то простой. Почти буратиновый ключ. Интересно, какие богатства хранились за таким крепким замком. А сундук чей ваш? Да, мамин, красивый сундук с узорами. Стены-то как новые, бревна крепкие. Нет, гниет уже все. Раньше шифера не было, крыша протекала, стены портились. Сейчас крыша хорошая и стоит до сих пор амбар. Это мамин и папин кузов, а это уже мои. Ходили в лес за ягодами, собирали очень много брусники и черники, грибы тоже. Сегодня в амбаре хранятся тоже ценные вещи. Особенно они дороги хозяйке, ведь в них часть ее жизни. А еще тут есть старинные иконы. Мыло. Иконы надо похоронить. Церковь старые иконы не принимает. Батюшка сказал, что их нужно похоронить в землю, чтобы они просто так не валялись. Эти иконы в амбаре уже много лет. Возможно, они когда-то стояли в доме или в одном из храмов Иба. В XIX веке в селе было 14 церквей и часовен. Иб – одно из немногих в нашей республике мест паломничества. Сюда совершают каждый год крестный ход из столицы, города Сыктывкар. Визитная карточка Иба – Свято-Вознесенский храм. В 2025 году он отметит 200-летие. Легенда говорит о том, что в нашем селе в 1373 году побывал, тогда он был еще Стефан Храб, потом он стал Стефаном Великопермским, который обратился к язычникам с тем, чтобы они приняли христианскую веру. И есть сведения о том, что в середине XIX века уже на территории нашего села было 14 храмов и часовен. На сегодняшний день у нас
4 храма и строится 11-я часовня. То есть люди приезжают, особенно вот в Свято-Вознесенский храм, перед которым мы с вами находимся. Написано на табличке «Московская патриархия, Свято-Вознесенский храм, 1827 год». Но сведения есть о том, что храм начал строиться в 1825 году, а в 1827 году он был освящен, и появилась первая возможность вести службы. Храм сохранился практически в первозданном виде, хотя не всегда он был открыт как Дом Божий. В советский период здесь был склад, хранились зерно и прочие припасы. Естественно, цели беречь церковные ценности тогда не было. В 1956 году было принято решение храм открыть, и с того времени он уже преображается. В каком? 56-м? Да. Как это так? В 1956 году на территории Коми-края Кочпанский храм не переставал работать, он вообще, а наш храм с 1956 года. То есть это было небольшое послабление после Да, смерти Сталина? да. Есть даже сведения о том, вот с Ниной Васильевной мы сегодня встречались, о том, что она говорит, что во время войны храм тоже открывался. Но я так понимаю, в 1942 году или в 1943 году Сталин издал указ храма «Открыть и молиться за победу». Нина Васильевна помнит, что они ходили с бабушкой. Естественно, это бабушки и маленькие дети. Но записи об этом не было сделано. Вот эти годы, когда все было страшно говорить и выражать свои мысли. Поэтому службы были за победу. А в 1956 году он был официально открыт. И уже с 1956 года не закрывался. Вот когда было 60 лет открытия, со дня открытия и службы в этом храме, мы как раз открывали беседку. Здесь была большая служба, приезжал наш епископ, да, и осветил. И вот, представляете, уже 64 года храм намоленный. Здесь всегда очень много паломников, которые приезжают. Вы знаете про крестные ходы, которые идут из Сыктывкара каждый год в мае. Во дворе растут лиственницы, говорят, их посадили в год открытия храма. Сколько же они повидали? Но поведать о чем-либо вряд ли смогут. Хотя наверняка вековые лиственницы были свидетелями истории, которую нам поведала Светлана Андреевна. Когда в Коми стали привозить репрессированных, везли их на лесные делянки через Коми-селение. Так однажды репрессированным полякам пришлось ночевать в Ибском храме. Когда конвойный закрыл дверь церкви и сказал: «Вот тут есть иконы, какая-то церковная утварь. Можете сделать из них костер, не замерзнете». Однако, когда утром вернулись за поляками, обнаружили, что все иконы на месте. Ссыльные оказались верующими, и их рука просто не поднялась бросить в огонь лики святых. Свято-Вознесенский храм – это основной храм, куда приезжают, где службы по всем правилам проводятся, расписание на месяц обычно пишется, и люди знают, когда утренняя, когда вечерняя служба, как она проходит, когда литургия, крестные ходы часто бывают. Вокруг храма растут красивые цветы, за территорией ухаживают тщательно. Даже не заходя внутрь здания, сидя тут на лавочках в тени, чувствуешь какое-то внутреннее спокойствие и одухотворенность. Находиться здесь на самом деле приятно. Прихожане храма не только ибские жители. Сюда приезжают с разных сел и городов. А кому-то и сам Иб становится родным, как Наталье Паутовой. Несколько лет назад она с семьей переехала в село, купила дом, отремонтировала его и открыла здесь свое дело – свечной заводик. Мне правда здесь было хорошо. И я сюда моталась, с города моталась, а потом батюшка сказал: что ты ездишь туда-сюда, оставайся. Я говорю: нет уже ничего. А он говорит: ну, Бог управит. Ну вот Бог управил 10 лет, теперь тут. Вот. Дом купили быстро. Но отремонтировали его не быстро. У меня никогда не было чувства дома. И здесь оно появилось первое. Вот я от него, конечно, не могу никуда уйти, потому что даже если я еду домой к маме, у меня мама в Ульяновской области, если я еду даже к ней, я потом, я уже хочу домой. Это такое чувство, которое меня посетило только здесь, в Ибе. И, конечно, оно дорогого стоит. На изготовление свечи уходит несколько часов.
Основное время – это застывание свечи. Поэтому сразу принимаемся за дело. Для своих свечей Наталья использует только натуральный воск. Ее мечта, чтобы он был тоже исключительно от местных пчел. Две подзадачи такие небольшие. Это центровать фитиль, чтобы он был ровно в центре формы, чтобы никуда у нас свечка наискось не пошла и товарный вид свой не потеряла. Да? Это первое, что нужно сделать. А второе, что нужно сделать, это предотвратить вытекание воска из формы. Воск находится у меня всегда в жидком состоянии, потому что сейчас он постоянно востребован. Он жидкий за счет того, что он находится в водяной бане. Она, видите, такая глубокая. Процесс несложный. Единственный момент, что надо понимать и помнить, что воск вот утекает быстрее, чем вода. Потому что как с водой ты с ним не поработаешь, с ним надо аккуратненько. И все, и полилось. И каждый раз, когда я смотрю на это золото, я понимаю, что, в общем-то, в жизни мне больше ничего не надо. По словам Натальи, свечи – это итог просьбы к Богу найти занятие, которое бы приносило пользу и могло кормить. Сначала она делала исключительно церковные свечи, а затем и взялась за декоративные. В ее работах есть и коми-мотивы. Например, коми-промысловый календарь. Он 4-гранный. Каждая грань – отдельное время года. Но главное в ее свечном деле – это женское направление. Свечи – это не просто занятие, это целая философия, которая может помочь постичь науку женственности. У нас мало внимания уделяется внутреннему вот этому женскому тонкому миру, когда женщина должна смотреть на красивое, слушать красивое, говорить с красивыми людьми, потому что она несет это детям, потому что она встречает мужа, потому что она вообще красоту собой являет, но она не может ее являть ниоткуда. У нее должно быть здесь. Для того, чтобы она накопила здесь, вокруг нее должно быть много красивого. Поэтому, конечно, свечи, которые вот я сейчас проектирую для женщин, они очень красивые. Это цветок пионовидной розы. Он очень такой неповторимый. У меня такая замечательная мастер по лепке. Вот она производит это практически в натуральном таком исполнении. И когда ты вообще время проводишь со свечами, оно не проходит никогда зря. Это не просто там вот это вот слово «поболтаем». Я его очень не люблю, потому что для меня это то же самое, что впустую потратим время. Времени у нас на этой земле мало. Вот, и его надо проводить всегда не то чтобы с пользой, но чтобы Богу за нас было как бы не горько. Да? И поэтому вот эти минуты свои свободные, когда ты можешь зажечь свечу и уйти вглубь себя, да, их надо посвящать тому, чтобы из себя доставать лучшее. Бог же говорит, не то оскверняет нас, да, что мы внутрь себя потребляем, а то, что из нас выходит. Поэтому надо вот это очищать, этот источник, который из нас бьет. Свечи этому очень помогают. Но не в том плане, в котором маги, эзотерики там говорят. Просто огонь, даже вот ученые уже доказали то, что даже сон в присутствии свечи, он качественнее, чем в присутствии других, вдруг если какой-то источник света. Тот же ночник сейчас модный. Да и по словам Натальи, в отличие от парафиновых и сальных, восковые свечи не коптят. Воск плавится и испаряется. А еще, как гласит поговорка, на огонь можно смотреть бесконечно, как на воду и работающего человека. И, кстати, итог проделанной Натальей работы тоже уже готов. За разговором время пролетело незаметно. Наша свеча застыла. Свеча застыла, и если мы из формы ее будем доставать, то у нас получится вот такой вот продукт. Он красивый такой, прямо летний. Одна из тоже популярных самых свечей летом. Вот такое небольшое путешествие по Ибу у нас получилось. И да, наша съемочная группа была здесь не первый и даже не второй раз. Но каждый раз в Ибе мы открываем для себя интересные места и узнаем что-то новое. А сколько еще неизвестного таят в себе местные холмы. Но об этом узнаем уже в следующих путешествиях.